Камбожаб Цибиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 13. Монастырь Сера. Часть 55. На природной скале стоит дворец Далай-ламы, в котором чтится статуя Джанрейсига. Это в монастыре Сера. Предание говорит, что этот дворец-храм был устроен ханом Сронзангамбо и имел 9 этажей, но известный гонитель буддизма, царь Ландарма, разрушил верхние этажи, оставив только 2 нижних. Набожные приходят сюда для 3333 круговращений вокруг этого дворца. На это требуется от 10 до 15 дней самой усердной ходьбы. Вероятно, это число имеет какое-нибудь символическое значение. Здесь есть Цокченский дуган и жилище здешних монахов, коих около 30 человек. В саженях в 200-300 на восток находится большая каменная глыба, которая, по преданию, сама прилетела из Индии. На этом камне разрезают трупы для отдачи их на съедение грифам и ягнятникам. Так как этот камень считается священным, то всякий стремится быть разрезанным на нем, но такая заветная доля достается лишь более зажиточным, так как она сопряжена со значительными расходами, как по перенесению трупа, так и по плате, вносимой в виде вознаграждения местным монахам за чтение похоронных молитв. Кроме того, верят, что если живой человек голый поваляется на этом выпачканном трупами камне, то его жизнь продлится. Мы слышали, что в год нашего пребывания сам Далай-лама проделал эту неприятную, но полезную процедуру. Второй знаменитый ритот Сера Чойден стоит над монастырем Сера на уступе Северной горы. Он известен тем, что здесь часто жевал Дзангхава и проповедовал свое учение. Тут до сих пор сохранился желтый домик позади дугана Тацана-Джут. В нем на стене находится рисованное изображение Дзангхавы с 2 его любимыми учениками. Ритот, лежащий выше, ближе к вершине этой горы, называется Дубхан-ритот и принадлежит перерожденцу Дубхан-ринпоче. Затем за этой северной горой при устье Пади Галасского перевала находится богатый ритот Пурвуджок, принадлежащий вышеупомянутым перерожденцам, именуемым Джамба-ринпоче. Теперь скажем, что здесь, между прочим, сохраняются типографские доски 3 томов сочинения одного из прежних перерожденцев Агван-Джамба. В верстах в 3 на юго-запад от Сера, на дороге, ведущей в Брайбун, находится упомянутый уже выше ритот Бари, принадлежащий перерожденцам Паридорджечана. Есть много и других ритотов, перечисление коих не представляет особого интереса, но скажем, что ритоды часто можно смешивать с женскими монастырями, коих строятся в большинстве случаев также на горах. Первый раз в монастыре Сера я был 21 января 1901 года и останавливался у одного бурятского ламы, жившего в небольшом здании кампана Самло, которое находится почти на юго-восточном краю монастыря. Монах этот, молодой еще человек, был единственным бурятом, проживавшим в Сера. Когда же года 3 тому назад он с одним своим товарищем, ныне возвратившимся на родину, поселился здесь, то брайбунский халхасский мицан возбудил против них обвинение, что они не имеют права поступать в Сера. Однако эти молодые люди заявили протест, основываясь на том, что в их Цугольском Дацане, а Цугольский Дацан находится в Западном Забайкалье,
Богословие проходится по толкованиям сейратского Чойджи Джалсана, а потому им удобнее учиться в Дацане Джеба и Сейра. Дело дошло до Далай-ламы, который приказал издать постановление, что все буряты должны причисляться к Брайбуну или же к Галдану. Только монахи, приезжающие из бурятского Цугольского Дацана, могут при желании быть причисленными к монастырю Сейра. 22 января по установившемуся обычаю зажиточных богомольцев делать угощение и раздачу монет в своей общине, я потратил на это около 22 ланов здешних монет. Халхатская община в Сейра, в которой причисляются и буряты, состояла в то время из 22 человек. Второй раз я посетил этот монастырь 3 февраля, которое пришлось на 27 число последней луны года. В этот именно день один раз в год бывает поклонение так называемой пурба, о которой упомянуто выше. Пурба представляет особого рода орудие, употребляемое при богослужениях заклинательного характера. Обыкновенно она делается из железа, меди и других металлов, а также и из дерева. По форме представляет трехгранное острие длиной около 6 вершков, при стороне основания немного более 1 вершка. К основанию приделывается та или иная ручка. Мне не пришлось видеть детально сейратскую знаменитую железную пурбу, так как она считается больше святыней, понятно, недоступна для простых людей. Говорят, что эта пурба однажды завладела верховное правление Тибета, видя в ней предмет поклонения многочисленных почитателей и, следовательно, дохода. Но при перенесении в Лхасу никто не мог удержать ее в своих руках. Она выпадала. Тогда обратились к Далай-ламе с просьбой объяснить это необычайное явление. Тот сказал, что эта пурба должна храниться в сейратском дацане Джеба. Один раз в год хамба этого дацана в сопровождении свиты в нарядных костюмах везет пурбу отдельную лошадью сначала в Паталу, где прикладывают ее к голове Далай-ламы и его приближенных, а затем к знатным лицам в Лхасе. Во время этого хозяева Лхасы принимают хамба с большим почетом, предлагают угощения и подносят денежные подарки. После возвращения пурбы из Лхасы начинается поклонение простолюдинов. Для этого на крыльце дацана Джеба направо от двери устраивается высокий трон для хамба, на котором он сидит в облачении, одинаковом с далай-ламским, присваиваемым ему на один день. Облачение это, впрочем, мало чем отличается от хамбинского, только более дорогая мантия и шапка цинхавинского образца. Вокруг стоят приближенные, Гэскои дацана и его помощники с палками, плетьями и прутьями в руках следят за порядком, пропуская поклонников гуськом с правой стороны хамба, который сидит, обратясь лицом на восток, держит пурбу, завернутую в тонкую желтую китайскую материю, и прикладывает к головам поклонников. Многие из них подносят хадаки, которые собирает один из прислужников. На поклонение собралось народу очень много, большей частью светские жители Лхасы. Было также немало духовенства из других монастырей. Монахи Брайбуна вследствие старинного антагонизма с иранскими приходят со своими учебными шапками, которые в толпе держат на плечах для того, чтобы их могли отличать распорядители порядка. Они издавна выхлопотали или скорее вытребовали себе право не получать ударов от этих распорядителей. Поклонение окончилось около 3 часов дня, и в тот же день я возвратился из монастыря в Лхасу. Других особых празднеств в Сейра, по-видимому, нет.
Только в 5-й луне, когда туда приглашаются прорицатель Кармашар, для неспускания Чайджона стекается много народа из Лхасы и окрестностей, так как сказано выше, Кармашар очень почитается жителями Лхасы. Из Сера в Лхасу. Из Сера в Лхасу ведут несколько дорог. В дождливый период года пешеходы преимущественно избирают ту, которая выходит на главную дорогу по Галасскому перевалу у казармы китайского гарнизона, называемой Джашитан. Выражение «Джашитан» значит «равнина усмирения врагов». Происхождение этого названия приписывают тому случаю, когда в 1719 году китайская армия, пришедшая для изгнания полчищ джунгарского завоевателя Цеван-Раптана, достигла своей цели без всякого кровопролития, остановившись лагерем на этом месте, так как джунгарское войско сбежало. Джашитан отстоит от Лхасы в верстах в 3 и представляет жилище солдат, обнесенное глиняной стеной. Вне стены находится большой дом тибетского образца, где живут военачальники гарнизона. Здесь же, направо от лагеря, поставлена длинная стена из глины, которая служит заслоном при учебной стрельбе в цель. Дорога от Джашитана до Лхасы идет среди возделанных полей по местности, которые в дождливый период года обращаются в русло речки. В это время мосты, или скорее помосты, устроенные через каналы, находятся среди воды, так что желающий воспользоваться ими пешеход должен пройти немалое расстояние по воде. В зимнее, более холодное время в Тибете бывает сухой период года, и вода не выходит из пределов этих мостов, так что пешеход может пройти все расстояния от Сера до Лхасы, не снимая с ног своей обуви. Конец 55 части. Далее следует глава 14 «Монастырь Даши Хумбо».